Военная прокуратура относительно привлечения к уголовной ответственности Дамира Мусакеева дала разъяснение. Канат Маматов избран новым президентом Федерации футбола, и ярмарка «Мед» открылась во Дворце спорта имени Ходжампула. Об этом и не только смотрите прямо сейчас. Где работает Нурсултан Джахатбеков. Здравствуйте. Комментарий о том, что квартиры служебные, ни одна из них не приватизирована, тем самым государство не понесло ущерба, не выдерживает никакой критики, поскольку Дамиру Мусакееву вменяется злоупотребление должностным положением. Военная прокуратура относительно привлечения к уголовной ответственности бывшего начальника 9-й службы ГКМБ Дамира Мусакеева дала разъяснение. Органами следствия Дамир Мусакеев обвиняется в том, что, будучи начальником 9-й службы ГКМБ, злоупотребляя своим служебным положением, без учета общей очередности, незаконно распределял служебные квартиры лицам, которые стояли на последних местах в списке очередников. Таким незаконным образом им было распределено 15 служебных квартир, в том числе 3 сотрудникам, ранее уже получавшим квартиры. В результате 18 сотрудников 9-й службы, действительно нуждающихся в первоочередном порядке в обеспечении жилой площадью, не получили жилье. Факт был установлен в ходе служебного разбирательства со стороны ГКМБ, куда потерпевшие обратились с жалобами. Учитывая эти обстоятельства, 7 февраля в военной прокуратуре Бишкекского гарнизона Мусакееву вручено уведомление в подозрении в совершении преступления по статье «Злоупотребление должностным положением». В тот же день Первомайским районным судом Бишкека в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Военная прокуратура напоминает, что ранее к уголовной ответственности были привлечены министр обороны Эмиралиев, его заместитель Капаров, а также ряд других высокопоставленных сотрудников Министерства обороны. Судом они признаны виновными в совершении преступлений и осуждены к различным мерам уголовного наказания. Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов освободил от должностей прокурора Балыкчи, его помощника и помощника-стажера. Надзорное ведомство завершило служебную проверку по факту драки работников прокуратуры и сотрудников отдела обеспечения безопасности дорожного движения Балыкчи, которая произошла ночью 23 декабря. Тогда один милиционер был госпитализирован, а Генпрокуратура возбудила дело. Материалы переданы в ГКМБ для досудебного разбирательства. Прокурор и его помощники уволены за действия, порочащие честь и дискредитирующие звание работника прокуратуры. Подпольный игорный клуб в Бишкеке выявили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью МВД. Оперативники службы криминальной милиции установили, что в столице работает подпольный клуб азартных игр. Администраторы впускали в заведение только проверенных людей. Возбуждено уголовное дело. Следственный судья дал разрешение на спецоперацию. Администратором заведения оказалась 29-летняя гражданка, которая ранее привлекалась к ответственности за организацию и проведение азартных игр. Как оказалось, клуб принадлежит 64-летней жительнице Джалалабадской области. Проводится работа по привлечению к ответственности организаторов подпольного игорного заведения и задержанию других причастных лиц. Государственный визит председателя Китая Си Цзиньпина в Кыргызстан откроет новую страницу и этап двусторонних отношений. Об этом на встрече с журналистами заявил посол Китая Сяо Цинхуа. Он подчеркнул, что визит будет способствовать укреплению традиционной дружбы в разных отраслях. Глава диппредставительства Китая в Кыргызстане отметил, что стороны ведут переговоры по документам и соглашениям, которые будут подписаны в рамках госвизита. И к событиям в мире, по меньшей мере, 1 человек погиб и около сотни пострадали в результате столкновения пригородных поездов на севере Испании. Железнодорожная катастрофа произошла примерно в 60 километрах от Барселоны. По предварительным данным, составы, которые следовали разными маршрутами, оказались на одном пути. В результате лобового столкновения машинист одного из поездов погиб на месте. 19 человек госпитализированы, 3 из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 76 пассажиров получили различные травмы. В компании операторы железных дорог говорят, что пока не определили причину ЧП. Из-за столкновения поездов железнодорожное сообщение в этом районе Каталонии нарушено. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявляет, что не допустит нарушения государственной границы под предлогом доставки гуманитарной помощи. Он также раскритиковал заявление международной контактной группы по Венесуэле, в которую входит представитель Евросоюза по иностранным делам Федерико Могерини. В то же время Мадуро заявил, что готов принять любого представителя контактной группы, чтобы начать диалог. Письмо с призывом поспособствовать диалогу между венесуэльцами президент Мадуро направил в пятницу Папе Римскому
римскому Франциску. С похожей просьбой к главе римско-католической церкви обратился и лидер оппозиции Хуан Гуайдо. В Бишкеке состоялось первое заседание консультативной группы при МИД по экономической дипломатии под председательством министра иностранных дел Чингиза Айдарбекова. Были обсуждены вопросы по привлечению инвестиций, продвижению внешнеэкономических связей, экспорта и туристических возможностей. Особое внимание уделено вопросам разработки и реализации совместных проектов поддержки малого и среднего бизнеса, межведомственного взаимодействия и работы с загранучреждениями по реализации приоритетов экономической дипломатии. По итогам встречи решено продолжить практику совместного обсуждения проблемных вопросов с приглашением представителей бизнес-ассоциаций для привлечения инвестиций, продвижения экспортного и туристического потенциала. Министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки Дональдом Лу. В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Кыргызстаном и США, развитие торгово-экономического взаимодействия, а также вопросы укрепления договорно-правовой базы. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам мировой повестки дня и проводимой работы США в Афганистане. Европейская комиссия понизила свой прогноз темпа экономического роста блока. Главные причины – торговые конфликты и замедление роста китайской экономики. Локомотив экономического роста Европы – Германия. Похоже, сбавляет ход. Объем промышленного производства страны четвертый последовательный месяц снижается. Неожиданный спад вызвал опасения, что крупнейшей экономике ЕС грозит рецессия, а остальная Европа может пойти на дно вместе с ней. Реакция уже последовала. Еврокомиссар по экономике понизил прогноз темпов роста блока. Если вкратце, то прогноз таков. После очень быстрого роста в 2017 году в экономике ЕС началось замедление, и оно будет продолжаться в 2019 году. Темпы роста составят около 1,5%. Темп роста в еврозоне может замедлиться до 1,3% в этом году. В прошлом году он составил без малого 2%. Среди причин, которые повлияли на снижение показателей – торговые конфликты и замедление темпов роста китайской экономики. Рост немецкой экономики немного превысит 1%, при этом любое ее замедление почувствует во всем блоке. И больше всего по поводу этого, похоже, беспокоится Италия. В этом году, как ожидается, темпы роста ее экономики будут минимальными. Но даже эти прогнозы исполнятся лишь в том случае, если Брексит не будет слишком катастрофическим. Пока, по оценкам Еврокомиссии, выход Великобритании из блока на торговлю не повлиял. До конечной даты, 29 марта, остается чуть меньше 2 месяцев, однако пока британский парламент не согласовал договора по выходу. Светлана Акматалиева, Акмарал Акылбекова, Общественный первый канал. Канат Маматов избран новым президентом Федерации футбола. В Бишкеке прошла внеочередная конференция ФФКР, главным вопросом которой были выборы президента. Предыдущий глава Федерации Семетей Султанов 10 января подал в отставку по собственному желанию. Единственным кандидатом на пост президента выступил вице-президент Федерации и президент Ассоциации футзала Канат Маматов. Его кандидатура поддержана единогласным решением. Канат Маматов будет занимать этот пост до 2023 года. И к этому часу у нас пока все. Наши корреспонденты продолжают следить за событиями, происходящими в Кыргызстане и за рубежом. Эти и другие новости вы можете посмотреть на нашем сайте ktrk.kg и в других социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и YouTube. Отправляйте свои фото и видеоматериалы в нашу рубрику «Эльдик Репортер». Также мы напоминаем, что у нас в свободном доступе имеется мобильное приложение Авато24. Следующий выпуск новостей на Кыргызском 17:00. Смотрите итоги недели в 21:00. Оставайтесь на Общественном первом канале. Берегите себя и своих близких.